Сахамин Миланович, здравствуйте. Здравствуйте. Об исследовании северных рек говорили в эти дни в рамках симпозиума ведущих гидрологов страны и зарубежья. О чем шла речь, что решили, какие задачи поставили? В Якутии в эти дни собирались ведущие ученые 10 стран, в том числе ведущие ученые России и Республики Саха-Якутия, которые специализируются на изучении гидрологии северных рек. Для Якутии это очень важно, так как Якутия является регионом, где преобладают гидрологические системы. Это речные, озерные, моря, которые омывают, ну и атмосферный бассейн, он тоже связан с гидрологией. Ну и почвы, они мерзлотные, и поведение рек, взаимосвязь с атмосферным воздухом, взаимосвязь с другими компонентами, это все влияет на состояние народного хозяйства. И ведущие ученые в эти дни как раз обсуждали геофизические, ну и другие параметры северных рек, влияние рек на народное хозяйство Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно, выработали предложения и новые концептуальные подходы, которые будут применены при управленческих решениях. В Якутии горят леса, сложная ситуация также складывается на территории парка Ленские столбы. Какие работы сейчас ведутся и что делается для того, чтобы в будущем сократить такое негативное воздействие на парк? С самого начала лесопожарная обстановка в Республике Саха-Якутия находится под особым контролем главы республики. Работает в постоянном режиме КЧС республики под председательством Колодезникова Алексея Засимовича. Все очаги пожаров, они регистрируются и по ним принимаются конкретные меры по тушению. То, что касается тушения пожаров на особо охраняемых природных территориях, в этом году принято тоже очень правильное решение. Тушение этих пожаров переложено в виде госзадания на специализированные учреждения, как авиалесоохрана, привлеченные силы, средства. Пожар на Ленских столбах, он находится под управляемым тушением. На тушение пожара работает 59 привлеченных специалистов, работают 2 единицы тяжелой техники. Надеемся, что на днях пожар будет локализован. А как отслеживаете пожары, которые находятся на удалении? Здесь подход особый. Специалисты анализируют наличие делового леса, растительности. И если это моря, окруженные, допустим, речными системами, полуостров, может быть остров, то и не угрожает пожар жизнедеятельности села, поселения, то комиссия по ЧС может принять участие, данный пожар не ликвидировать. А когда пожар горит на лесах, особенно где есть деловой лес, есть угроза населенным пунктам, то принимается обязательное решение по локализации данного пожара. Якутию называют одним из экологически чистых регионов России, но тем не менее опасения вызывает арктический район Якутии, мусор, скопившийся здесь с постсоветских времен. Действительно, Якутия является одним из экологически благополучных регионов Российской Федерации, ну и мира в целом. Якутия как раз является донором биосферы всей Земли. А то, что мы отмечаем на северах арктических наших районах, это наследие промышленного освоения Арктики. В эти года появилось новое понятие – накопленный экологический ущерб. Такого понятия не было. А что такое накопленный экологический ущерб? Это то есть ущерб экологии, который был накоплен в течение освоения севера. Это происходило начиная с 40-х, 50-х, 60-х и далее годов, и при этом не уделялось особого внимания по утилизации накопившихся отходов. И мы отмечаем, что эти отходы достигли критического максимума, в физическом объеме исчисляются миллионами тонн. И, конечно, есть объекты, которые несут потенциальную угрозу. Это те же бочки с остатками ГСМ, ну и так далее. Да?
И стоит задача перед государством, это уже государственная задача, начать работу по утилизации, сбору накопленного экологического ущерба. Поэтому принят экологический проект на федеральном уровне. Он называется «Чистая страна». В рамках этого федерального экологического проекта началась очистка Арктики от накопившегося металлолома, ну и от бачкатара. Якутия тоже внесла два своих объекта. Это очистка поселка Тикси от накопившегося металлолома и ликвидация Куларского хвостохранилища. Эти объекты, Куларское хвостохранилище будет финансироваться в 2019 году за счет федерального бюджета. Тикси мы планируем тоже начать работы в следующем году. В Якутии представили установку по сжиганию мусора. Учитывая тот факт, что вопрос в регионе с мусороперерабатывающим заводом остается открытым, могут ли такие мини-установки стать выходом из ситуации? Надо смотреть, сколько объемов образуется в конкретном населенном пункте, либо на учреждении, либо организации. Если объемы небольшие, то локальные сжигающие установки можно применять. Но все надо смотреть в комплексе. В данное время в Якутии разрабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами по кластерному подходу. И будет избран оператор, либо группа операторов, которые будут заниматься как раз утилизацией мусора, ну и переработкой. И оператор и его структуры должны экологам, хозяйствующим структурам, муниципалитетам предложить те механизмы, которые позволят наиболее эффективно очищать нашу природу, проводить переработку и очистку. Мусоросжигающие технологии применяются в ряде стран. Они тоже могут успешно быть применены в условиях Якутии, но это должно быть работать в комплексе. Часть отходов можно сжигать, а часть отходов запрещается сжигать. Поэтому с учетом этого в комплексе можно будет применять и мусоросжигающие заводы. Сахамин Малан, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо.